Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Житель села Губ Роман Чхамали, отец 10 детей, стал одним из участников программы развития сельского хозяйства. Творить добро неимоверно просто. Сегодня во всех школах Абхазии прошли уроки добра и благотворительные акции. В Ереване завершил свою работу медиафорум российских соотечественников. В форуме приняли участие журналисты из Абхазии. Десятки жителей Абхазии стали участниками государственной целевой программы развития сельского хозяйства. В течение 3 лет реализовано множество различных сельскохозяйственных проектов, от скотоводства до виноградарства. Одним из участников программы стал сельчанин, многодетный отец Роман Чхамали. Гугут Савардани продолжит тему. Житель села Губ Роман Чхамали, отец 10 детей, стал одним из участников программы развития сельского хозяйства 2 года назад. О такой возможности он услышал по абхазскому телевидению и воспользовался ей. Сегодня Роман выращивает алычу, хурму, мандарины. Услышал, что программа существует, и обратился к министру сельского хозяйства. И принял меня, и так вот на 1 миллион все вот этот саженцы, мотоблок, вот это все выделили. Минсельхоз также выделил Роману Чхамали материалы для строительства защитного ограждения. Саженцы алычи и цитрусовых уже дали свой первый урожай. В общем, 1000 корней мандарина, и плюс там алыча и хурма, все общее 1000 корней. Спасибо, что кто создал эту программу, что помогают сельчанам. Государственная целевая программа развития сельского хозяйства действует в республике с 2021 года. За это время ее участниками стали десятки жителей Абхазии. Основные задачи программы – финансовое содействие в развитии крестьянских хозяйств, обеспечение мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней растений и сельскохозяйственных культур, создание и развитие технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Гугут Савардани, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Союз политических партий и общественных организаций выражает возмущение инцидентом, имевшим место 12 ноября у Гумистинского моста в отношении депутата парламента, героя Абхазии Галуста Трапезаняна. Данный инцидент мы рассматриваем как попытку оказать давление на депутата Народного собрания и его коллег. Те, кто вел себя в отношении героя Абхазии таким образом, просчитались. Галуст Трапезанян отдал свое здоровье ради победы Абхазии в Отечественной войне и не является человеком, которого оппозиционеры и люди, перекрывавшие дорогу, могут заставить отказаться от своих принципов, направленных на защиту интересов многонационального абхазского народа. Мы считаем недопустимым подобные факты и не позволим оказывать давление на народных избранников, говорится в заявлении Союза политических партий и общественных организаций. В течение нескольких месяцев руководство УГИ МВД Республики неоднократно обращалось в профильные структуры с просьбой установить искусственную неровность на участке трассы Псоу-Ингур в районе поворота на село Ацы Гудаутского района, так как здесь нередки дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. В ближайшее время так называемые лежачие полицейские будут установлены с 2 сторон Ацинского поворота. Никакой нагрузки на бюджет данное мероприятие не несет. Укладку искусственных неровностей профинансирует местный бизнесмен, заявил начальник УГИ МВД Абхазии Дамия Вицба. 13 ноября во всем мире отмечают День добра. Уроки добра, приуроченные к этому дню, проходят в школах и интернатах по всей Абхазии. Уполномоченная по правам ребенка, директор фонда Ашана Мактина Джинджоля провела открытый урок для учеников 1-й Ткорчалской школы, рассказала учащимся о важности нравственного, чуткого отношения к уязвимым социальным группам. О том, как прошел добрый праздник в Ткорчале и столичной школе номер 5, расскажут наши корреспонденты. Всемирный день доброты отмечается в десятках стран по всему свету. Славная традиция дарить добро собрала под свои знамена множество единомышленников, волонтеров и добровольцев, которые из года в год неустанно работают по всему миру и вдохновляют людей на совершение добрых дел. Сегодня присоединиться к ним могут все желающие. Достаточно лишь подарить капельку доброты окружающим, совершить искренний, благородный поступок. В Абхазии традиция отмечать этот по-настоящему светлый праздник появилась много лет назад. И теперь ежегодно в школах
страны проводят тематические уроки, различные ярмарки, на которых ученики продают поделки, фрукты и сладости. В этом году уполномоченная по правам ребенка директор благотворительного фонда «Ашана» Мактина Джинджолия провела урок добра в первой Ткварчальской школе. Ежегодно мы, представители фонда, волонтеры и любой желающий, посещаем уроки добра. Обычно мы всегда ориентируемся на столицу. В этом году решили выехать в районы. Уроки добра по инициативе фонда «Ашана» проводятся в Абхазии с 2014 года. В этом году 10 лет, юбилейная дата. Можно сказать, что такие уроки, они уже становятся традиционными для нашего общества. По словам Мактины Джинджолия, главная цель уроков добра – нравственное воспитание подрастающего поколения, в котором первоочередно необходимо взращивать милосердие, добро, сочувствие и эмпатию. Это не просто благотворительная акция, а ценная возможность рассказать детям, что творить добро в жизни, быть отзывчивым и чутким в отношении других людей – это важный, естественный процесс, формирующий здоровое, счастливое общество. Каждая школа, ученики, родители, учителя подходят креативно к проведению этих уроков, ежегодно организовывают концерты, ярмарки, выставки. Вырученные средства по решению школы чаще всего отправляют в наш фонд на лечение тяжелобольных детей. Но хочу подчеркнуть, что это не самоцель этой акции. Акция, конечно же, больше направлена именно на нравственное воспитание детей. Ученики первой школы сегодня послушали лекцию Мактины Джинджолия, посвященную правам людей с ограниченными возможностями. Будем говорить о добре, о нравственности, о людях с инвалидностью, о том, кто такой человек с инвалидностью, с какими проблемами он сталкивается, что для них мы как общество можем сделать. Помимо государственной поддержки мы будем говорить о том, что каждый из нас, житель Абхазии, может сделать для того, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья жилось легче, чтобы их права не нарушались, чтобы они были социализированы в нашем обществе. Как отметила Мактина Джинджолия, многолетняя работа фонда в этот день направлена на формирование гражданского общества, неравнодушного к друг другу. Главный специалист отдела образования администрации города Ткварчал, учитель начальных классов первой школы Инга Званбая рассказала: Всемирный день добра отмечается в стенах школы ежегодно, проводятся разнообразные ярмарки, ученики собирают посильные средства в помощь фонду «Ашана», учатся быть добрее друг к другу и окружающим. Каждый год мы проводили ярмарку, то есть дети продавали свою продукцию. Также каждый год мы, начиная с 1 класса до 11 класса, собираем, кто сколько может, и сдаем в фонд «Ашана». Это у нас как бы такая традиция уже много лет. Дети ежегодно отзываются с хорошей стороны, думая, что они проявят большой интерес сегодня. С самых юных лет школьники уже учатся дарить добро, внимательно и трепетно относиться к тем, кому особенно нужна наша помощь и поддержка. Ученики первой школы в преддверии Всемирного дня доброты собрали 12 тысяч рублей и передали в фонд «Ашана». Ведь самое важное, что есть у каждого человека, это возможность каждый день дарить добро. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Самый добрый праздник в году отмечают во всех школах Абхазии 13 ноября. В этот день школьникам рассказывают о доброте и милосердии. В Сухумской средней школе номер 5 по случаю Всемирного дня доброты состоялась торжественная линейка. Ученики вместе с преподавателями провели благотворительный марафон и организовали веселый концерт для хорошего настроения. Доброта – это прежде всего бережное и внимательное отношение к окружающим. Добрый человек тот, чьи слова и поступки добры к другим людям и окружающему миру. Каждое доброе деяние делает нас самих лучше. Каждый поступок, совершенный во благо другому, заслуживает уважения. Учащиеся делились своим мнением о том, что такое доброта. Был недавний случай, буквально полгода назад. У меня отказали нижние конечности. Мои друзья собрали мне материальную помощь, мне было очень приятно. Потом ко мне приходили мои родственники и мои одноклассницы в школу. Это было неописуемо.
Это было, очень приятно. Я по мере своих возможностей постараюсь помогать людям. Например, был недавний случай, когда бабушка переходила дорогу. Она, не совсем могла перейти ее, потому что светофор горел, и я помогла ей перейти дорогу и помогла донести ей пакеты до дома. Уже 4-й год подряд в День добра Сухумская средняя школа номер 5 оказывает помощь для подопечных благотворительной организации «Вместе». Учащиеся школы передали руководителю организации Сими Беби продукты питания. На протяжении 4 лет Сима Беби оказывает помощь детям-сиротам. В настоящее время у нее 48 подопечных семей, в которых 117 несовершеннолетних детей. Уже 4 года они приглашают меня, и дети все, что могут, приносят. И это огромная помощь. Выражаю огромную благодарность детям, их родителям, организаторам, директору школы за такую поддержку. Огромное им спасибо. Всемирный день добра является еще одним напоминанием о том, насколько важно быть сердобольными, честными и самоотверженными. 8 лет подряд мы проводим такую акцию доброты, тепла. Работаем мы по плану, проводим классные часы, дети готовят сочинения, отправляем СМС-сообщения на 50-50, добро творит добро. Дети не только активно, они с радостью принимают активное участие в таких мероприятиях. Сегодня группа детей едет с концертной программой в Дом престарелых и поздравить, пообщаться с пожилыми людьми. Порой мы думаем, что нашей помощи будет недостаточно для доброго дела, будь то помощь в лечении тяжелобольного ребенка или что-то иное. В этот момент важно вспомнить, что добро не имеет меры, но оно способно увеличиваться и даже приумножаться, словно по цепочке распространяясь по миру. Аля Катрапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Посольство Абхазии в России и Московская абхазская диаспора организовали гуманитарную помощь для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения в ВСУ. 20 тонн гуманитарного груза, продовольствие, одежда и предметы первой необходимости были направлены в область. Посол Абхазии в России Алхас Квициня выразил благодарность всем, кто принял участие в организации помощи. Управление городского хозяйства администрации Галского района предупредило население о запрете на выпас свиней в городской черте, а также о том, что с 12 ноября начнется их отстрел. Глава района Константин Пиля рассказал «Спутник», что меры затронут не только свиней, но и крупный рогатый скот, который причиняет ущерб городскому хозяйству. Администрация борется с этим давно. Сначала за выпас домашнего скота был установлен штраф в 1500 рублей. Затем его увеличили до 5000. Если жители не будут соблюдать запрет, работники администрации будут забивать скот и после лабораторной проверки отдавать мясо в детские сады, заявил Константин Пилья. В Ереване завершил свою работу медиафорум российских соотечественников. Организаторами выступили Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский дом соотечественников. В форуме приняли участие около 50 представителей русскоязычных СМИ из 14 стран ближнего зарубежья и Европы. Среди них 3 журналистов из Абхазии, в том числе корреспондент АГТРК Ульяна Рожкова. Обмен опытом и получение новых знаний – главная цель форума. За 2 года медиафорум успел стать не просто успешной образовательной и дискуссионной площадкой, но и эффективным инструментом цифровой коммуникации. О работе и атмосфере медиафорума в репортаже Ульяны Рожковой. В Ереване проходит медиафорум российских соотечественников, в котором приняли участие представители из Абхазии. В течение 3 дней журналисты из разных стран будут делиться своим опытом. Искусственный интеллект журналистики, информационная UX-архитектура, работа службы информации и социальная ответственность СМИ. Эти и другие вопросы обсудили в ходе медиафорума. В мероприятии участвуют 40 журналистов из 14 стран ближнего зарубежья и Европы. Это уже 5-й по счету медиафорум, на котором участники обмениваются своими профессиональными знаниями, а молодые журналисты извлекают для себя что-то новое. Наша главная задача – научить их чему-то и в то же время научиться самим у журналистов, потому что это постоянный обмен опытом, это, собственно, то, ради чего мы собираемся. И в этот раз у нас много новых участников. Обычно новички составляют 1/3, где-то даже
даже 1/4, а сейчас 2/3 это как раз новые участники. Прямо сейчас лекцию проводит главный редактор Москва-ФМ Максим Димов. Давайте вместе окунемся в рабочую атмосферу. Один профессионал ведущий, редактор приходит с одной радиостанции на другую, его все равно нужно рихтовать под себя. Ты не можешь оттуда прыгнуть сюда и, как ни в чем не бывало, продолжить. Участница медиафорума Яна Крайнюкова поделилась, что участие в медиафорумах – это прекрасная возможность познакомиться и впитать новые знания от профессионалов. На первом дне форума Яна выступила как спикер-соучастник в мастер-классе. В первую очередь, по моему мнению, самое классное – это знакомство. На взрослых мероприятиях это особо ценно, потому что ты знакомишься не только с молодежью, с которыми у вас потом будут дружественные связи, но и с профессионалами своего дела, с такими мастодонтами, и потом уже вы обретаете такие горизонтальные связи полезные. И иногда это даже превращается в какое-то большое сотрудничество. Форум завершился подведением итогов. Он стал не только площадкой для обмена опытом и знаниями, но и местом для рождения новых идей и проектов. Участники увидели возможности современных медиа в новом свете. Милана Палба, Ульяна Рожкова, Альбина Жиба. 13 ноября во избежание полной остановки Ингургэс в связи с критическим уровнем воды вводятся временные изменения в график подачи электроэнергии. Эти изменения затронут территорию от границы на реке Ингур до центра города Суку. Обращаем ваше внимание, что в период данных ограничений время отключения электроэнергии днем увеличится на 1 час и сдвинется по сетке. Ограничения продлятся до стабилизации ситуации с уровнем воды в Джварском водохранилище. Ориентировочное время действия данного графика до 15 ноября, сообщает пресс-служба Ингургэс. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало в дар научной библиотеке имени Гули Абхазского госуниверситета более 5000 экземпляров книг, художественную, научную и учебно-методическую литературу. Ректор АГУ, академик Олег Угварами, поблагодарил руководителя представительства Россотрудничества Владислава Куликова за переданные книги. Литература будет полезна как студентам и аспирантам, так и преподавателям вуза. Гварами и Куликов также обсудили вопросы реализации совместных планов, организации научных и культурно-гуманитарных мероприятий, сообщает телеграм-канал АГУ. Новости спорта. В Сухуми во Дворце спорта имени Багапша завершился открытый республиканский турнир по самбо памяти заслуженного тренера Абхазии Кувичка среди юношей и девушек. В соревнованиях участвовали 97 спортсменов со всех городов Абхазии, сообщает Госкомспорт. Спортсмены из Абхазии заняли 2-е место по водному поло в турнире в Славянске на Кубани. 180 спортсменов из российских городов Краснодара, Темрюка, Крымска, Славянска на Кубани и Абхазии приняли участие в соревнованиях по плаванию и водному полу. Абхазию представляли 14 спортсменов, сообщает Госкомспорт Абхазии. Надо отметить, что дети из Абхазии не имеют пока возможности тренироваться по водному полу. У нас бассейн не оборудован для этого вида спорта, и мы не проводим тренировки. Но дети, сами разобравшись в правилах, на турнире решили участвовать и получили высокий результат, отметил тренер Виктор Задорожный. Абхазские пловцы заняли 6 первых и множество призовых мест в различных дисциплинах и возрастных категориях. Юные спортсмены на турнире показали хорошие результаты, улучшили свое личное время в заплывах. Тренер Виктор Задорожный поблагодарил Госкомспорт за поддержку в организации поездки и лично президента Абхазии за предоставленную возможность тренироваться в бассейне с подогревом. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 14 ноября, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 13-18. Температура морской воды плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.